Обсуждение творчества известных писателей, джазовые встречи по средам или рандеву с популярными актерами разных лет в гастрольных антрепризах. Выставочные премьеры и премьеры театральные. В Казани начинается новый творческий сезон. О некоторых моментах театрального первого месяца осени в обозрении Дмитрия Пивоварова. Приветствуем вас на Татаршанской земле, пожалуйста. На следующей неделе Казань станет вновь международной кинематографической столицей. Стартует 9-й мусульманский кинофестиваль, на который, кстати, в этом году было подано 450 заявок из 54 стран мира. Самыми продуктивными, как обычно, оказались Россия, Иран и Турция. Своим опытом будут делиться известные гости: режиссеры Кшиштоф Занусси, Карен Шахназаров, Владимир Меньшов, Александр Гордон. Параллельно откроется 5-й международный фестиваль любительского, молодежного и детского кино, где покажут 150 работ из России и зарубежья. Актеры Московского театра «Современник» Лия Хиджакова и Михаил Жигалов вновь в Казани покажут комедию Николая Калиды «Персидская сирень». Это один из спектаклей долгожителей. Комедия о любви и ревности немолодых людей до сих пор не сходит с афиш. А ты узнал бы меня, я очень изменилась. Весьма ожидаемые гастроли осени – это приезд Малого театра России с обоймой русской и зарубежной классики и вереница именитых актеров старейшего театра. Уроки русского языка и литературы весьма поучительны. Гастроли – это словно книга, которую всегда хочется перечитать. Это и любовь, это и предательство, это и корысть, и выгода, и добро, которое побеждает. Все здесь заложено, и все это есть. Поэтому эти вещи абсолютно вечные. Я вот вспомнила, что когда фильм «Вий» вышел на экраны, дети до 16 лет не допускались на этот фильм. Легендарная Наталья Варлей поддержит комедийный настрой осени. Он проявится еще в одной истории под названием «Шашни старого козла», где есть ситуации, которые касаются любви, верности и измены. Андрей Харитонов, легендарная Наталья Варлей и популярный актер кино и театра Дмитрий Исаев разыграют весьма нетривиальную историю. Казанские театры приступили к репетициям, а в музее Василия Аксенова продолжает играть джаз по средам. Казанский ТЮЗ поедет с 5 спектаклями в Уфу и находится в ожидании прихода нового главного режиссера. Новое молодое поколение артистов в этом сезоне будет показывать свой почерк. Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир».